Перед началом мероприятия с приветственным словом выступил глава Тувы Владислав Хавалых. Он отметил, что культурное сотрудничество между Министерством культуры Республики и Департаментом культуры Минобороны России имеет свою историю. Это ежегодные международные армейские игры и проведенные в сентябре этого года Дни армейской культуры в Туве. Все мероприятия проходят на высоком уровне и демонстрируют современный формат взаимного военно-патриотического и духовного обогащения народов нашей многонациональной Родины. Уважаемые друзья, от имени многонационального народа Тувы выражаю благодарность нашему глубоко уважаемому земляку, министру обороны, герою России Сергею Кужугетовичу Шойгу, соратникам, сотрудникам министерства за всестороннюю поддержку всех наших начинаний. Тува представила многожанровую программу в исполнении лучших коллективов и солистов, отражающую дружбу народов, любовь к малой родине и России, транслируемую в совместных номерах с известными российскими коллективами, в том числе Министерства обороны страны. Одна из главных задач мероприятия – презентация Тувы как часть России, которая сильна своей многонациональностью и уникальной культурой. Кроме ведущих творческих коллективов республики, на сцене выступили Игорь Бутман, солистка молодежной оперной программы Большого театра Карина Хавалых, артисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Субидей Дангыт, Камила Исмагилова и воспитанники вокальной студии Бориса Салчака. Вы знаете, очень, конечно, впечатляет горловое пение. Я так понимаю, это вот национальная традиция. Да, вот удивляюсь, что как удается сохранить голосовые связки при таком пении. Потрясающе, особенно сочетание русских мотивов и ваших национальных. Очень понравилось. Очень интересный, содержательный, и потом, знаете, как такой органичный, такой направленность. Нет, правда, с удовольствием просто посмотрели. Костюмы, режиссура, ну все на очень высоком уровне. Молодец у нас Сергей Кужугетович Шойгу. Я член общественного совета при Министерстве обороны. И, конечно, для меня концерты, вы знаете, это просто, я даже не знаю, какие слова подобрать. С первого начала, когда оркестр играл ваш, когда выступали, первое слово было «браво». Глава Тувы в своей речи отметил, что это культурное мероприятие может стать отрывной точкой для проведения подобных фестивалей и в других регионах страны. Сентябрьский выезд творческих коллективов Министерства обороны был очень показателен. Сейчас Департамент культуры Министерства обороны и в целом руководство Министерства обороны приняли решение такие дни проводить во всех субъектах Российской Федерации. Дни культуры собрали ярчайших представителей творческих профессий, объединили талантливую молодежь. Москвичи и гости столицы смогли познакомиться с историей и достижениями ансамблей Тувы, мастеров камнерезного искусства и деятелей культуры республики самых разных направлений. Кстати говоря, в нашем оркестре постоянно служат ребята из Тывы. И сейчас мы призвали еще двоих. Трубачик, кларнетист. Они служат в самом главном военном оркестре страны. И до этого служили ребята. Они сейчас уже вернулись обратно в республику. И они принимают участие в параде Победы на Красной площади. Это, я считаю, очень почетно для любого человека, в том числе и для военного музыканта. Это для нас большая честь выступить в этом театре. И, конечно, волнуемся, но все равно мы должны полностью показать все, что мы умеем делать. Мы будем исполнять тувинские народные песни, а также авторские песни, где будем восхвалять нашу природу, наш НСА, любимую песню вот, на слова Владимира Серенола, музыку Надежды Кулар от НСАИМ. Напомним, в сентябре в Туве в рамках соглашения между Министерством культуры Республики и Департаментом культуры Министерства обороны России прошли Дни армейской культуры, показавшие замечательную возможность современного формата взаимного духовного обогащения народов нашей многонациональной державы. И вот теперь с 20 по 23 ноября в Москве проходят Дни культуры Тувы. Это ответный визит мастеров искусств республики в столицу России. Мне очень приятно, что Дни Республики Тыва, которые сейчас у нас проходят,
проходят, они продолжаются в этом замечательном зале театральном, Театр Российской Армии. Вот. И сегодня встретились друзья, потому что мы очень дружим с музыкантами Республики Тыва, с духовым оркестром. Мы постоянно общаемся, мы обмениваемся музыкальной информацией. Я благодарю Виктора Сергеевича, министра культуры, за то, что он нас пригласил, наш оркестр, принять участие в этом прекрасном концерте. Вот. Для нас это честь, мы этим гордимся. И сегодня наш оркестр аккомпанирует с солистом-вокалистом Тывы, солистом-инструменталистом, это ансамбль «Алаш» Тывы. Вот. Это здорово, это классно, такое единение, очень хорошая армия, культура и Республика Тыва. Завершающими выступлениями стали совместные исполнения артистов Национального театра музыки и танца «Саяны» и академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Чинчик Ашпуков, Самбан Урбужук, Владимир Сюртук, Ангер Кужугет, телеканал Тува-24, город Москва.